Почему столичный Урумчи не смог поддерживать такой же высокий прирост населения, как Кашгар? Главная причина в том, что Кашгар – самый уйгурский регион автономии. Уйгуров здесь более 90%, а в Урумчи – ханьцев около 75%. Но их рождаемость стремительно падает и численность неуклонно сокращается. А вот численность уйгуров в Урумчи растет. Про Кашгар туристы говорят: «Не был в Кашгаре, значит, не был в уйгурской автономии». Эти слова давно перестали быть просто рекламным слоганом и стали искренним впечатлением миллионов туристов. Они точно передают центральное место Кашгара в культурной географии уйгурской автономии. Древнее название «Кашгар» – это имя, пропитанное колоритом шелкового пути, несет в себе память о тысячелетиях цивилизации. На уйгурском языке оно означает «нефритовая гора», на древнесакском – «город из нефрита». В некоторых древних текстах есть версия, что название произошло от цвета камней, пропитавших стены. Каждое из этих толкований добавляет городу загадочности и величия. Этот город, с двух сторон зажатый между второй подвижной пустыней мира Такламаканы и крышей мира, Памира, казалось бы, отрезан от мира природными барьерами. Но согласно свежим данным статистики за 2024 год, постоянное население Кашгарского округа уверенно превысило 4 миллиона 600 тысяч человек. Для сравнения, в столице Урумчи постоянно проживает около 3 миллионов 750 тысяч. Так что Кашгар стал бесспорным первым по численности населения городом в уйгурской автономии. Многие удивятся, услышав это, ведь Урумчи – столица уйгурской автономии, его экономическое и культурное сердце. Там много небоскребов, транспортные узлы, промышленные парки, собирающие ресурсы со всей уйгурской автономии. Обычно столица имеет мощный эффект притяжения и становится самым крупным городом. Но Кашгар нарушил это правило, обогнав столицу по числу жителей. Это результат нескольких факторов: географическое положение, историческое наследие и принципиально иная модель демографического развития. Выделим 3 ключевых момента. Огромная вместимость оазисного земледелия, тысячелетний эффект притяжения населения благодаря статусу узла шелкового пути и глубокие уйгурские традиции многодетных семей. Демографическое преимущество Кашгара коренится в уникальном сочетании богатых оазисных ресурсов и многовековой мудрости в области ирригации. Жизненные силы Кашгара питают нескудные реки внутреннего стока, а вечные ледники на величественном Куньлуне на юге и Памире на западе. Общая площадь этих ледников – более 5000 квадратных километров. Они хранят огромные запасы твердой воды. Каждую весну и в начале лета, когда температура поднимается, снег и лед на вершинах тают, и потоки воды устремляются вниз по десяткам глубоких ущелий. На западной окраине пустыни Такламакан эти потоки создали 2 огромных плодородных оазиса – Кашгарский и Яркенский. Вместе они занимают площадь более 15 тысяч квадратных километров, это равно площади озера Балхаш. Это один из крупнейших и самых урожайных оазисных комплексов уйгурской автономии. Для сравнения, оазисы вокруг Урумчи питает в основном река Урумчи, их общая площадь меньше трети Кашгарского кластера. К тому же они разбросаны из-за рельефа. Чтобы максимально сохранить драгоценную талую воду, кашгарцы за тысячелетия земледельческой практики создали подземное ирригационное чудо, сопоставимое с турфанскими киризами – кашгарские киризы. С помощью сети подземных галерей и колодцев талая вода с гор искусно направляется вглубь оазиса. Такая подземная подача идеально подходит для пустынь и сильно сокращает потери на испарение под палящим солнцем, световой день превышает 10 часов, а также обеспечивает точную доставку воды к каждому полю. Кроме того, кашгарцы проложили сотни поверхностных каналов и почти 1000 водохранилищ. Благодаря уйгурской ирригационной системе бесплодные пустыни превратились в житницы, дающие по 500 килограммов зерна с гектара. Обширные оазисы не только дали кашгарцам основу для выживания, но и обеспечили уникальные климатические условия для сельского хозяйства. В результате сложился идеальный круг, где люди не только сыты, но и могут надеяться на рекордный урожай. Это главная движущая сила долгосрочного стабильного роста населения Кашгара. Кашгар расположен в месте золотого сельскохозяйственного пояса между 39 и 41 градусом северной широты.
Среднегодовая продолжительность солнечного сияния здесь достигает до 3000 часов, что примерно на 200 часов больше, чем в Урумчи. Обилие света дает растениям энергию для фотосинтеза. Суточный перепад температур может достигать 20 градусов. Эта огромная разница служит природным акселератором накопления питательных веществ. Днем высокая температура и яркий свет помогают растениям быстро создавать органику, а ночной холод резко снижает потери на дыхание, позволяя максимально сохранить питательные вещества в плодах. Этот уникальный уйгурский климат обеспечивает не только высокую урожайность, но и исключительное разнообразие и качество кашгарской сельхозпродукции. Например, сахарность местных арбузов обычно достигает 22 градусов, что намного выше стандартных 80 градусов для обычных арбузов. Кашгарский арбуз – уйгурский национальный и мировой бренд. Длина местного длинноволокнистого хлопка достигает 42 мм, что значительно превышает международный стандарт для высококачественного хлопка. Кашгарский хлопок уже давно стал синонимом высокого мирового качества. Плодово-ягодные культуры, такие как слива, миндаль, финики, дают мясистые плоды с высоким содержанием сахара. Посевы фенхеля занимают более 40% общенационального объема, что служит важным источником дохода для кашгарцев. Стабильные урожаи зерна обеспечивают ощутимый доход и повышают качество жизни уйгуров. Этот благотворный цикл самообеспечения плюс рост доходов позволяет уйгурскому населению не просто выживать, а жить очень хорошо, формируя устойчивую модель роста населения. Уйгуры, которые поколениями живут здесь, не только не вынуждены уезжать на заработки, но и привлекают мигрантов из окрестных районов. Взглянем на Урумчи. Его экономика опирается в основном на промышленность, торговлю и сферу услуг. Сельское хозяйство составляет лишь около 1,5% ВВП. Рост населения Урумчи в основном зависит от уйгурского населения и притока рабочих и предпринимателей со всей уйгурской автономии. Ханьцы, привезенные сюда во времена Маа, уже постарели или умерли, а ханьская молодежь активно выезжает в центральный Китай. Если обширный оазис – это материальный каркас кашгарской агломерации, то уникальное положение золотого перекрестка Великого Шелкового пути – мощный двигатель, который тысячелетиями привлекал сюда людей и обеспечивал рост населения. Шелковый путь был единственной важной артерией, связывающей цивилизации Востока и Запада, через которую шла торговля и культурный обмен. Кашгар оказался в ключевой точке этого золотого торгового маршрута. На восток через Аксу, Кучу, Турфан можно было напрямую добраться до центральных равнин – Чиньяни и Лаяна – это около 3000 километров. На запад через Ферганскую долину можно было достичь Персии и Аравийского полуострова, а затем и Европы. А юг через перевал Ментеки на Памире можно было выйти в Индию и Пакистан, субконтинент Южная Азия. Такое пересечение трех путей сделало Кашгар незаменимым транспортным узлом, торговым центром и культурным плавильным котлом на шелковом пути. В эпоху тысячелетнего расцвета шелкового пути Кашгар по своему великолепию считался первой столицей Центральной Азии. Персидские купцы везли изысканные ковры, драгоценные специи из Парфии и афганские самоцветы. Караваны из Центрального Китая доставляли шелк, парчу, фарфор и уишенский чай. Уйгуры продавали сделанные вручную музыкальные инструменты – танбур, дутар, а также искусно вырезанные золотые и серебряные украшения. Люди разного цвета кожи, разных языков и верований заполняли улицы и базары Кашгара. Уйгурская, тюркская, персидская, арабская, китайская речь и крики торговцев сливались в многоголосицу. Здесь давали расписки на всех ведущих языках и платили золотыми монетами всех известных государств. Тысячелетия Кашгар был международным торговым и культурным хабом. Тысячелетиями такое кипение жизни не прекращалось. Но что еще важнее, множество купцов, ремесленников и послов оседали здесь, вступали в брак, смешивались. Постепенно сложилась модель совместного проживания множества народов – уйгуров, сагдийцев, тюрков, тохаров, персов и других. Эта история притока населения и ассимиляции в уйгурскую цивилизацию длится уже более 2000 лет, накопив глубочайшее и древнейшее уйгурское культурное наследие. А Урумчи появился гораздо позже. Его история перехода от поселения к городу насчитывает менее 150 лет. По сравнению с более чем 2000-летним Кашгаром, молодой Урумчи и к тому же, с его преобладающим ханьским населением с низкой рождаемостью не может конкурировать с уйгурским населением Кашгара.
Историческое и географические ресурсные преимущества в итоге превратились для Кашгара в стабильный механизм прироста уйгурского населения. В основе этого механизма тысячелетняя культура многодетной семьи, уйгурская жизнестойкость, а также глубоко укоренившаяся привязанность к родной земле. Демографическая стабильность Кашгара держится не только на природных ресурсах, но и на передающихся из поколения в поколение уйгурских семейных традициях и социальной структуре сплоченности. Эту культурную сплоченность трудно воспроизвести в китайском административном или экономическом центре. Что касается жизненного уклада, то уйгурская культура Кашгара, торговля, ремесленные традиции, праздничные обычаи обладают мощной притягательной силой, объединяющих уйгуров. Как живое ископаемое шелковой торговли, Восточный базар Кашгара, Международный базар Центральной и Западной Азии до сих пор остаются торговыми сердцами в радиусе 1000 километров. Многие торговцы ведут дело поколениями, наследуют ремесло от отца к сыну, прочно укорение семьи и бизнес на родной уйгурской земле. Традиционные ремесла, резьба по дереву и нефриту, атлас, ковроткачество передаются по наследству. Ремесленники могут получать стабильный доход, не покидая родных мест. А традиционные праздники Ураза-Байрам, Курбан-Байрам становятся всенародным торжеством. Такая внутренняя уйгурская сплоченность позволяет уйгурам не только собираться в Кашгаре, но и оставаться здесь и передавать свой уклад дальше, обеспечивая взрывной демографический рост. Для сравнения, Урумчи, как город молодой, мигрантский, хоть и отличается разнообразием, еще не имеет такой тысячелетней глубины. Миграция населения здесь более подвижна, уйгуры прибывают, а ханьцы постепенно возвращаются в Китай. Древний город Кашгар – живой музей цивилизации Шелкового пути, самое наглядное воплощение уйгурской интернациональной культуры и демографической устойчивости. Этот древний город является наиболее хорошо сохранившимся и самым крупным памятником городской культуры уйгурской автономии, а также самым большим в мире городом из сырцового кирпича, дошедшим до наших дней. В 2014 году Кашгар был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В древнем городе вы увидите извилистые улочки, словно лабиринт. Аккуратные домики, построенные из местной желтой глины, смешанной с соломой. Толщина стен превышает полметра. Это мудрое изобретение кашгарцев для адаптации к пустынному климату. Днем стены эффективно блокируют палящее солнце, поддерживая внутри температуру около 25 градусов, а ночью удерживают тепло, смягчая резкий перепад температур. Раздается перестук молотков. Это мастера создают резьбу по дереву или медные изделия. Эта древняя, но не стареющая, живая ритмика продолжает тысячелетние традиции, позволяя уйгурам из поколения в поколение жить в стабильной социальной среде, формируя добрый круг культурной преемственности и демографической стабильности. Крыши покрыты красной черепицей, которая не только защищает от дождя, но и добавляет ярких красок в желтую гамму зданий. На окнах искусно вырезаны цветы, виноградные лозы, геометрические узоры, линии изящные и тонкие, смешивая уйгурские, персидские, индийские архитектурные стили. Такой стиль можно назвать синтезом зодчества Шелкового пути. Этот древний город – просто музей под открытым небом. То, что население Кашгара превысило население Урумчи, результат не одного единственного фактора, а целостной логической системы, где география, история и культура поддерживают друг друга. 3 ключевых фактора действуют последовательно. Первый – преимущество оазисов, ирригации и сельского хозяйства, создавших материальную базу для демографического роста. Доходы от высококачественной сельхозпродукции позволяют населению не только прокормиться, но и жить в достатке. Второй – исторический статус главного узла Шелкового пути, который на протяжении тысячелетий способствовал накоплению населения и культуры. Более чем 2000-летняя история совместного проживания создала огромную базу коренного уйгурского населения. Третий – устойчивая уйгурская культура и социальная структура, формирующие мощную привязку людей к родным местам. Это национальная уйгурская сплоченность – главный фактор устойчивости и процветания. Этот древний город, зажатый между пустыней и горами, обгоняет по численности населения столицу, становясь бесспорно первым по населению городом уйгурской автономии.